Общий враг – это объединяющая сила. Когда есть против кого, то дружить могут и политические оппозиционеры, к примеру, демократы и сторонники коммунистического направления. Мы подали иск об оспаривании постановления 960 Кабинета министров о том, что это постановление, оно ограничивает людей в правах. Мы считаем, что данное постановление нарушает конституционные права граждан. Но мы так получилось, что исторически мы объединились, работая на выборах. То есть мы же все говорим, и представители Левого фронта, и представители Яблока, и представители КПРФ, и за новый социализм движения. Мы не антипрививочники, мы не против прививок. Вот. Но мы против принудительной вакцинации. Потому что это уже, когда вакцинация добровольной становится принудительной, то это уже не медицина, а ветеринария. Я ветеринарный врач, практикующий терапевт. Я сама применяю вакцину для животных, и благодаря ему победили там чуму, такую опасную для животных заболеваний. Но эти вакцины испытывались десятилетиями. Это те люди, которые, несмотря на разницу политических взглядов, объединялись и зимой этого года на санкционированном митинге, название которому «Против политических репрессий». Против коррупции в нашей стране, против фальсификации на выборах и за изменение выборного законодательства. В том митинге участвовал и Марсель Шамсутдинов, представившийся на тот момент общественным деятелем. Мы выступаем за всю демократическую Россию. Так получилось, что только у нас в Казани мы смогли организовать этот митинг. Мы ответственны за всю страну демократическую сейчас. Ура! Ура! Пандемия разделила и представителей оппозиции на разные лагеря. Марсель Шамсутдинов теперь не поддерживает бывших политических соратников. Это не соратники, это политические активисты, так же, как и мы, но мы немножко разных взглядов, естественно. Я просто удивлен позицией партии «Яблоко» в Татарстане, потому что, как мы знаем, партия «Яблоко» в выборной кампании в прошедших выборах в Госдуму даже предлагала отложить выборы в Госдуму, потому что заботилась о населении. И сейчас эта инициатива яблочных активистов вместе с Левым фронтом, это, наверное, пагубное влияние Левого фронта. На февральском митинге руководитель местного отделения партии «Яблоко» не то чтобы призывал к патриотизму, скорее переживал, что людей станет меньше. Я прошу всех, у кого есть возможность не уезжать, остаться в стране и пытаться изменить нашу страну к лучшему. Потому что когда эта власть рухнет, нам понадобится сотни тысяч людей, которые будут менять эту страну к лучшему. На этот раз не то что тысяч и даже не сотен, а пара десятков людей не собрались на пикетах. Один из них прошел 14 октября в сквере Славы у метро «Проспект Победы» в Казани. Здесь подозревали, что QR-коды – это прямой путь в концлагерь. Я знаю, очередь стоит огромная, да, сейчас вакцинация. Но, в принципе, это просто, я считаю, убийство людей. Второй, практически незамеченный пикет прошел 24 октября в Казанском парке «Крылья Советов». Причем выступали здесь против выбросов от промышленных предприятий, против Всемирной организации здравоохранения, против новых технологий связи, ну и заодно против введения QR-кодов. Это нарушает наши конституционные права на жизнь, на работу. Право на жизнь, про которое, ссылаясь на Конституцию, говорят пикетчики, есть и у тех людей, которые оказались в реанимации. Ситуация тяжелая. Больные, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, с трудом поддаются терапии. То есть спасти удается далеко не всех. По Конституции права и свобода гражданина, его жизнь является наивысшей ценностью. И задача государства эти права и свободы охранять должным образом. Просто мы, скажем так, скатились до того состояния, что фашизм это, конечно, не назовешь, но мы же, по сути, не скот, который нужно прививать. Это не там простуда какая-нибудь, которая там может вылечиться самостоятельно, да? У нас же, как в России, и так пройдет. Ну, вот так вот не проходит, к сожалению. Я не думала, что масштаб катастрофы настолько грандиозный, честно. Что прямо партиями и прямо семьями. У меня слабый иммунитет, и после любой вакцинации, прививки, я очень сильно болею. Поэтому лично я, например, вакцинироваться не буду. Тоже коронавирус? Да. А кто у вас? Сын. Сын? Они ведь не слушают, что прививки надо делать. Нет, это пропаганда. Вот они интернет нагляделись, а там им
Мозгах пудрят, я говорю, ты телевизор гляди, он говорит, мне телевизор не нужен. Вот и все. И люди одевают маски только для того, чтобы полиция не докопалась на входе и на выходе. В метро многие снимают. Существует такой фактор, который называется психосоматика. Во-первых, людей запугали, человек запуганный, он, знаете, подвержен, сам себе внушает еще очень много. То есть эффект самовнушения, он работает. Трупы с ковидом становятся даже больше, чем обычных смертей, допустим, от болезни, онкологии и так далее. Могу сказать то, что процентов на 30, на 40 смертность увеличилась. Работа становится все сложнее и сложнее. Никаких денег не надо. Мы работаем, не покладая рук, и днями, и ночами. Этот участок должен был хватить, лет на 6-7, я думаю. Да. Уровень смертности настолько высокий, что мы действительно бьем тревогу. Мы не против вакцинации, мы против введения ограничений. В один голос говорят те, кто обратился в Верховный суд Республики с заявлением об отмене обязательности QR-кодов и отстранения от работы непривитых. Четкой альтернативы, как уберечься от этой заразы, предложить таки не могут. У меня все-таки недостаточно квалификации для того, чтобы давать какие-то данные. Это все-таки должны решать люди с медицинским образованием, наверное. Серьезность ситуации, скорее всего, понимают только те, кто очень близко столкнулся с этой болезнью. И таких много. Они среди нас, в том числе и в переполненном общественном транспорте. Никто заранее не знает, где можно подцепить заразу и кто дышит рядом. Мы за то, чтобы бороться с пандемией, чтобы не только, естественно, не только кнутом, но и пряником поощрять, какой-то отгул дать, может быть, денежную премию, может быть, еще какие-то поощрения, не только кнутом, но и пряником. Я сам готов, как говорится, вложить в фонд поддержки вакцинации некоторые деньги. Никто же не разрешает, например, с открытой формой туберкулеза ходить по улицам. Это подвергает опасности других граждан. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Зуфар Давлетшин, Андрей Мохов. 7 дней.